В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. В Якутии увеличили поддержку оленеводства на 237 миллионов рублей. В Мирном большинство аптек не оснащены пандусами и кнопками вызова. Как справляются с этой проблемой жители Алмазного края? Пора на лед. В столице республики на озере Щорса открыли каток для массовых катаний. В условиях напряженной международной обстановки авиакомпания «Якутия», как и все отечественные компании, попадает под влияние санкций западных государств. Между тем, региональный перевозчик уведомляет пассажиров, что на текущий момент предприятие продолжает работу в штатном режиме. Также в авиакомпании «Якутия» разрабатываются сценарии развития событий для последующего согласования совместных действий с правительством республики. Авиакомпания «Якутия» особо подчеркивает, что основным приоритетом работы предприятия было и остается безопасное обеспечение жителей воздушным сообщением. Существующие санкции в целом отразились на всей авиаотрасли страны. Сегодня федеральными авиационными властями вырабатывается комплекс мер по обеспечению авиаперелетов. Вместе с тем хотелось бы отметить, что наша региональная авиакомпания осуществляет полеты по расписанию, без задержек. И мы отрабатываем комплекс мер по обеспечению транспортной доступности наших граждан. Обслуживание воздушных судов авиакомпании «Якутия» во Внуково продолжается в полном объеме. Вопрос с наземным обслуживанием воздушных судов в аэропорту Внуково урегулирован. В Якутии в этом году на 237 миллионов рублей увеличена поддержка отрасли оленеводства. Всего в государственной программе развития сельского хозяйства республики на эти цели предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Большое внимание уделяется привлечению молодых кадров. С 2020 года реализуется программа «Молодой оленевод», по которой молодые представители, проработавшие в стадах не менее 4 лет, получают по 1 миллиону рублей на покупку или строительство жилья в арктических и северных улусах. В этом году предусмотрено 20 миллионов рублей. Также на этот год предусмотрены средства на модернизацию производственных объектов – более 78 миллионов рублей. Разведением северного домашнего оленя в республике занимаются в 20 районах. Все меры поддержки дают результат – растет поголовье оленей. Республиканский добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами, который был создан еще в прошлом году, начал проводить экспресс-курсы добровольных пожарных для желающих. Первые слушатели уже начали свое обучение. Подробнее в материале Дмитрия Тымырова. Первыми слушателями стали представители региональных учебных заведений, министерств и ведомств. Так как я являюсь этим преподавателем АГАТУ, факультета лесного комплекса, для меня это как бы нужно по своей сфере. И вот для интереса я приехал сюда и посмотреть, что да как. Я лично в сам пожарных не участвовал, таких масштабных. Но вот летом, наверное, планирую, если так получится, пойти. Обучать добровольцев приехали специалисты из Бурятии и Москвы. Это по инициативе экологического корпуса «Глобус» в рамках подготовки добровольцев, добровольных пожарных, мы решили запустить образовательную часть для простых людей. Вот эти курсы, они на 3 дня приехали к нам из тоже экологического корпуса Байкала, Улан-Удэ, также с Гринписа Москвы. За эти 3 дня слушатели пройдут экспресс-обучение по борьбе с лесными пожарами. Все знания будут транслироваться на простом и доступном языке с применением различных предметов. Большой упор, конечно, будет сделан на практическую часть. Мы разработали такой формат преподавания материала, чтобы было легко и понятно основные вещи любому человеку, вне зависимости от его предыдущего жизненного опыта, возраста или склада ума. И за эти 3 дня мы хотим дать основную базу техники безопасности, основные способы тушения ландшафтных пожаров, какие есть юридические особенности в этой работе, кто за что отвечает, как работать с государственными структурами, откуда вообще можно узнавать о пожарах, какие причины и как можно профилактировать, ведь хороший пожар, маленький пожар, а лучше тот, которого не случилось вовсе. Поэтому, если мы можем
можем повлиять на то, как люди себя ведут в природной среде, чтобы они не становились причинами пожарами. Это тоже огромный вклад в решение проблем пожаров в регионе. Специалисты говорят, что эти курсы как раз очень нужны для нашего региона. Их слушатели летом в случае возникновения сильных пожаров могут помочь в борьбе с огнем, что даст экономию по времени. В прошлом году добровольцы, которые к нам приезжали, мы к них, конечно, все это было в течение одного дня, мы их поверхностно давали и все вот эти вот меры безопасности, как использовать инструменты и оборудование по борьбе с пожарами. Ну а сейчас вот хотим более подробно им объяснить. И в конечном итоге вот эти вот молодые люди, которые прошли обучение, они также будут проводить у себя, в своих местах обучение других людей. И мы считаем, что эти знания будут уже гораздо больше расширены и переданы другим ребятам. Желающих пройти эти курсы просят обращаться в Республиканский добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами Республики Саха-Якутия. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. В Якутии предусмотрят финансирование для строительства и организации приютов для безнадзорных животных. Об этом на совещании с главами районов республики сообщил заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров. Он отметил, что решение принято на сессии парламента республики. Михаил Никифоров озвучил, что на уровне Госдумы страны создана рабочая группа по внесению изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. В настоящий момент на территории Якутии организованы и работают 10 приютов и 13 пунктов передержки безнадзорных животных. В Мирном большинство аптек не оснащены пандусами. Кнопок вызова тоже нет, а те, что имеются, в нерабочем состоянии. Несмотря на действующий проект «Доступная среда», маломобильные граждане, пенсионеры и родители с колясками в Алмазном регионе до сих пор с трудом могут попасть в социально значимый объект. В теме разбиралась Анна Брянская. Полгода назад Наталья Бильсон второй раз стала мамой. С 2 детьми походы в аптеку для девушки явление частое, но проблематичное. Чтобы купить лекарства, ребенка приходится либо оставлять на улице, либо тащить 14-килограммовую коляску по крутым ступенькам. Даже в центральной городской аптеке пандусов нет. Ну, аптеки как бы рядом, да, можно по Ленинградскому пройтись, РЛ, ну то есть да, аптеки рядом есть. Но вот, опять же, чтобы заехать, такой аптеки нет. Они же у нас многие подъездят на Советской, допустим. Вот советская аптека была тоже, опять же, на Советской. Там же они находятся в подъезде, соответственно, вы сами знаете, там не такая большая площадка, куда в принципе можно поставить. В аптеку заехать даже в само помещение, если постараться заехать по лестнице, да, то есть, в любом случае она не предполагает заезд с коляской. Это еще одна аптека, она тоже находится в центре города. Здесь также нету ни пандусов, ни кнопки вызова. Людям на инвалидной коляске, допустим, туда внутрь просто не попасть. Но есть здесь табличка, на которой указаны номера телефонов. Но, к сожалению, с такого расстояния, даже с хорошим зрением, вряд ли их можно разглядеть. Для некоторых мирнинцев отсутствие пандусов и кнопок вызова совсем не проблема. Не оборудовано пусть, но соседи попросят, такие обычно не ходят с палочками. Я ни разу не видела, чтобы они поднимались, страдали тут. Все нормально ходят люди. А если, допустим, ну вот инвалид, колясочник, и ему некому помочь? Ну все равно же как-то можно выйти из положения. Чего же на них-то все валить? Сложно подниматься по этим лестницам? Мне нет. Мне нормально. Хоть и нога болит, но нормально. Через 200 метров находится еще одна аптека. Здесь тоже крутая лестница и нету пандусов, но есть кнопка вызова. Мы решили проверить, работает ли она. Прошло 5 минут, к нам никто не вышел. Здесь кнопка работает, но фармацевт сигнал не услышал. А в принципе мы выходим, разговариваем с человеком на улице, если не может подняться, обслуживаем, консультируем, все то же самое, просто мы выходим к нему сами. За несколько часов наша съемочная группа обошла 5 аптек, пандусы так и не нашли. По строительным нормам федеральному закону о социальной защите инвалидов пандусы необходимы. Да и 10-летняя программа «Доступная среда», которая действует в России, это предусматривает.
В алмазной столице проект не работает, убедились сами. К слову, Наталья Бильсон в аптеку все-таки попала. Правда, нам пришлось ей помочь. Пока глава семьи на работе, девушке остается надеяться на помощь прохожих и на хороший слух фармацевтов. Анна Брянская, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Каток для массовых катаний открыли на озере Щорса в Якутске. На месте организовали народные гуляния, веселые игры и конкурсы с подарками. Так, на открытии были представлены музыкальные номера, выступали фигуристы, а юные хоккеисты давали мастер-классы для желающих, а после провели соревнования по хоккею. На этом мероприятия на озере Щорса не закончились. Гостей жителей столицы ждали музыкальные квизы, загадки, а также угощения и хоровод. Российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова включили в зал славы UFC. Он стал первым российским представителем абсолютного бойцовского чемпионата. В зале славы отмечены особо выдающиеся спортсмены. В него включают людей, которые оказали судьбоносное влияние на развитие организации спорта. Хабибу Нурмагомедову 33 года. Он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения. В заключительном поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэджи удушающим приемом во втором раунде и объявил после боя о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием, данным матери. Лыжные гонки состоялись в Якутске на ипподроме Арктического государственного агротехнологического университета. Участие в старте приняли более 50 любителей физической активности. Выявление победителей и призеров проходило в формате гандикап, который распределяет порядок стартующих по возрасту. Соревнования посвящены памяти профессора, доктора экономических наук Василия Дарбасова. Он является автором более 300 научных трудов. Также он имеет большие заслуги в деле подготовки высококвалифицированных кадров для села. Многие годы он проработал профессионалом главного аграрного вуза республики и подготовил целую плеяду молодых ученых в сфере экономической и сельскохозяйственной наук. Отец много лет проработал в сельскохозяйственной академии, Якутской сельскохозяйственной академии, и был первым деканом экономического факультета. В прошлом году на ученом совете постановили, что экономический факультет Агату присвоено имя нашего отца Дарбасова Василия Романовича, а в этом году решили организовать гонки памяти, лыжные гонки памяти Василия Романовича. Новый спортивно-оздоровительный комплекс открыли в Сунтарском Улусе. Его возвели в рамках государственной программы республики «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Финансирование объекта составило более 53 миллионов рублей. В спортивно-оздоровительном комплексе уже состоялось первое спортивное соревнование – 13-й открытый республиканский турнир по волейболу, посвященный памяти Александра Маякунова, в котором приняли участие 9 команд из разных улусов. Открытие центра – это долгожданное событие для жителей села. Все желающие смогут заниматься спортом в современных условиях. Там будут проходить соревнования и тренировки по волейболу, вольной борьбе, легкой атлетике и другим видам спорта. На этом у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в эфире.